Новичкам всегда везет. Сибайский спортсмен стал победителем соревнований по эндуро-кроссу. Состязания прошли в Кизильском районе. Экзамен сразу после последнего звонка. С сегодняшнего дня выпускники 2017 года начали проходить аттестационные испытания. Сила, способная преодолеть экономический кризис. 26 мая в России отмечается День предпринимателя. Будь готов, всегда готов. В городе развивается пионерское движение. Теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуск новостей в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Накануне отзвенели последние звонки для выпускников нынешнего года. А уже сегодня некоторые из них начали сдавать экзамены. В числе первых единый региональный экзамен по башкирскому языку для выпускников 11 классов и основной государственный экзамен по иностранным языкам для выпускников 9 классов. На одной из площадок сдачи единого регионального экзамена побывала Евдокия Титаренко. Любой человек, даже несмотря на хорошую подготовку, испытывает волнение перед сдачей экзамена. И это абсолютно нормально. Однако, глядя на этих красивых, подтянутых выпускников, складывается ощущение, что в своих знаниях они уверены на все 100. Сдавать единый региональный экзамен по башкирскому языку в Сибае изъявили желание 12 учащихся гимназии-интерната. Конечно же, волнение всегда есть, когда мы приходим на экзамены любые. Да, готовились в течение недели-двух. Я упорно трудился, можно сказать, готовился. Конечно же, все ученики, которые приходят сдавать, они всегда надеются на хорошие баллы, хорошо сдать, с позитивом уйти и не переживать. После напутственных слов юноши и девушки следом за организаторами заходят в школу. Далее ставшая уже привычной процедура проверки металлоискателем. И уже после 11-классники занимают свои места в аудитории, отведенные отдельно для каждого согласно плану. За порядком проведения экзамена следят общественные и федеральные наблюдатели. Так больших изменений, можно сказать, нету, но изменения есть. В этом году впервые мы КИМы будем сканировать в штабе и отправлять в РССОЕ. И в этом году впервые мы будем экзаменационные материалы распечатать непосредственно перед участниками в аудиториях. Вот это большое изменение. На парте у каждого паспорт, допуск к экзамену, ручка, шоколад без фольги и вода в прозрачной емкости. В кабинетах снимают камеры наблюдения, работающие в онлайн-режиме. Установлены и глушители сотовой связи. На выполнение всего пакета заданий ученикам даются 3 часа. Следующее испытание для школьников предстоит 29 мая. Тогда стартует основная волна единых государственных экзаменов. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Сегодня, 26 мая, отмечается одна из важных дат современной России – День предпринимателя. Профессиональный праздник был учрежден указом президента России в 2007 году в знак поощрения индивидуальной деятельности на ниве отечественного бизнеса. Выбор даты примечателен тем, что именно в этот день, в 1987 году, был подписан закон о кооперативах, разрешающий предпринимательскую деятельность на территории страны. Сегодня во времена рыночной экономики предпринимательство позиционируется как сила, способная помочь государству преодолеть кризисную ситуацию. Впервые с понятием частного предпринимательства жители страны столкнулись в 1986 году. 26 мая был принят закон, разрешающий индивидуальную трудовую деятельность. По этой причине именно в этот день, начиная с 2007 года, в нашей стране отмечается День российского предпринимателя. Традиции этого молодого праздника сильно отличаются от привычных торжеств по поводу прочих профессиональных дат. Связано это с тем, что бизнесмены – люди занятые, а поэтому и 26 мая предпочитают проводить исключительно с пользой. Дениса Кривошеева, развивающего производство светодиодных светильников в Сибае, мы, как и ожидали, без труда нашли на своем рабочем месте. Идея возникла, опять же, потому что выбор не очень-то широк у нас в магазинах на подобные продукты. Вот, оно есть, но не удовлетворительного качества. Вот, поэтому я принял решение, что это, в принципе, перспективное направление, и, в общем-то, вот, занялся производством. Комплектующие я заказываю с разных концов страны, скажем так. Вот. Ну и расчеты, то есть в этом вот в основном заключается работа. Механической, какой-то такой новаторской деятельности здесь нет. А рынок сбыта уже налажен? Рынок сбыта сейчас налаживаем на данный момент. На самом деле все упирается в объемы производства, для этого нужно маленько вырасти, чтобы выходить уже на оптовые поставки какие-то. Вот. На данный момент пока что работаю в розницу, вот. Ну, растем.
Производство светодиодной продукции является одной из наиболее перспективных отраслей экономики. Базирующиеся на светодиодах осветительные приборы отличаются низким энергопотреблением, высоким КПД, длительным сроком службы и, несомненно, являются продуктом нового поколения. В этом смысле предпринимательство как социальное явление острее других отражает реакцию общества на изменение условий и общественного спроса. По этой причине государство, признавая ведущую роль бизнеса в развитии рыночной экономики страны, предпринимает меры поддержки и стимуляции частного предпринимательства на разных уровнях государственной власти. Многие, наверное, слышали о том, что сейчас, например, крупные компании государственные освобождаются от непрофильных функций, непрофильных активов. И фактически куда эти все функции и активы уходят? Они, конечно же, уходят в предпринимательство. У нас есть создан Координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. А также сейчас есть у нас очень много общественных организаций, которые создаются в помощь для развития наших предпринимателей. Это, например, можно сказать, это общественные помощники. У нас сейчас работает уполномоченный по правам предпринимателей, это Замесин Павел Сергеевич. У нас создан Союз предпринимателей Тахмеров Анвар Асенович. Вот. Сейчас у нас появилась еще одна организация «Опора России», которая представляет Зайдулин Альберт Фанзелевич. Я думаю, что сегодня, наверное, эти люди тоже могут свои определенные высказать мнение по развитию предпринимательства в нашем городе. День предпринимателя в России – это праздник людей, которые не побоялись рискнуть своим финансовым положением, преодолели общественный стереотип, закрепившийся в сознании постсоветского гражданина, и завели свое доходное предприятие. Это выбор инициативных людей, способных взять ответственность за себя и за свой продукт. Хотелось бы пожелать нашим предпринимателям, конечно же, здоровья, мирного неба над головой, чтобы бизнес процветал, чтобы были платежеспособные клиенты, и для того, чтобы условия для развития бизнеса, они сопутствовали для его дальнейшего развития, увеличения. Ну и, конечно, хотел бы добавить хорошего взаимодействия, во-первых, между предпринимателями, между самим собой, потому что очень много вопросов предприниматели одни сталкиваются, например, скажу, у кого-то земельные вопросы, у кого-то имущественные вопросы, у кого-то вопросы, допустим, налогообложения, чтобы вот эта информация, она предприниматели между собой делились. И, конечно же, вот это взаимодействие между предпринимателями переливалось в хорошее взаимодействие между государственными и муниципальными органами. Здесь, конечно, мы готовы выслушать предпринимателей и помочь во всех их проблемах. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Ненадлежащее соблюдение правил пожарной безопасности на днях привело к пожару домика в саду номер 6. Несмотря на регулярные рейды, проверки и инструктажи, проводимые сотрудниками МЧС, граждане продолжают подвергать себя и других опасности. Плановый рейд по пригородным садовым товариществам начался с осмотра места пожара в саду номер 6, который произошел вечером 24 мая. От домика на садовом участке остались лишь кирпичные стены. По словам специалистов, одной из причин огненного происшествия стало несоблюдение допустимого расстояния от дымовой трубы до стены, которая до пожара была к тому же обшита деревом. На пожаре пострадал один человек, хозяин дома. В ходе тушения самостоятельно получил травму руки, перелом. Причиной пожара явилась перекал печи. В ходе проверки было установлено, что до пожара он эксплуатировал печь в доме, именно печь в бане. Данный пожар у нас 31-й по счету. То есть за текущий период 2017 года произошло 31 пожар. По относительно прошлого года это 24 пожара, то есть у нас идет рост пожаров. Несмотря на еженедельные рейды пожарных инспекторов совместно с председателями садовых товариществ, некоторые сибайцы упорно игнорируют неукоснительные противопожарные правила, что приводит к подобным печальным последствиям. Стоит отметить, что сотрудники МЧС, дабы обезопасить нерадивых горожан, оказывают еще и благотворительную помощь. Не так давно в саду номер 6 появилась собственная машина, приспособленная для самостоятельного тушения незначительных возгораний до приезда огнеборцев. По просьбе председателя сада, то есть мы оказали, конечно, и методическую помощь, и техническую помощь, в частности, в оснащении данного автомобиля. Были выделены пожарные рукава. Данный автомобиль был модернизирован самостоятельно, то есть на базе автомобиля «Газель» установили емкость для воды, установили мотопомпу, и получается, что имеется пожарный автомобиль, приспособлен для цели пожаротушения. Здесь вместимость около 500 литров, 400-500 литров, и мотопомпа, то есть она самостоятельно. До прибытия
специализированных подразделений может подать первый ствол помощи. В очередной раз пожарные инспекторы спасли чьи-то жизни и имущество. В очередной раз напомнили гражданам о мерах противопожарной безопасности. Остается надеяться, что сибайцы все же станут более ответственно относиться к правилам безопасности, и количество огненных происшествий пойдет на убыль. Ведь, как говорится, водой пожар тушат, а умом предотвращают. Евдокия Титаренко, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. 19 мая в России отмечался день рождения пионерии. В связи с этой датой на днях в Сибайской гимназии в ряды пионеров Башкортостана вступили учащиеся 3-х классов. Как это было, смотрите в материале моих коллег. Пионерское движение охватило целую эпоху в истории страны. Оно продолжает существовать и в наше время. С 1990 года в республике действует организация «Пионеры Башкортостана». В ее ряды могут вступить все, кто любит родину и ведет активный образ жизни. В пионеров зачисляют ребят от 7 лет и старше. Возрастной потолок не ограничен. Я переисполнена, вы знаете, наполнена огромным чувством гордости за то, что сегодня в гимназии открывается новая веха. Именно сегодня, посмотрите, сколько лет, каким долгим путем мы шли к этому дню, чтобы сегодня, 24 мая, сказать, что в гимназии зарождается новое детское движение, имя которому, какое имя? Пионер! Совершенно верно. Символом пионеров Башкортостана является золотая пчелка, образец трудолюбия и самодисциплины. Именно такими являются ребята, которые принимают активное участие в жизни нашего города. Всего в рядах детской пионерской организации в Сибае состоят почти 1500 ребят. Отрадно то, что школы всегда поддерживают данное движение. Ну что ж, давайте начнем. Итак, гимназисты к вступлению в ряды городской пионерской организации «Пионеры Башкортостана» готовы? Юные гимназисты произнесли торжественную клятву. Затем юноармейцы и пионеры 20 века повязали яркие, долгожданные галстуки новым представителям организации «Пионеры Башкортостана». Теперь это не просто третьеклассники, это патриоты своей родины, добровольцы в совершении благородных дел, подтянутые и ответственные школьники, которые будут продолжать радовать всех своими достижениями, но уже в новом статусе. Евдокия Титаренко, Радмир Исингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И к новостям спорта. На территории школы номер 12 прошли соревнования среди самых юных спортсменов нашего города. В этот день сияло не только солнце, но и счастливые лица ребятишек. Мои коллеги расскажут подробнее. Десятки игроков и болельщиков на поле, подбадривающие крики и спортивный азарт, который буквально витает в воздухе. Это не футбольный матч и не Олимпийские игры, хотя мероприятие, пожалуй, по накалу страстей ничуть им не уступает. Так, воспитанники детских садов и первоклассники школы номер 12 встретились, чтобы посоревноваться в ловкости, силе и быстроте. Организаторы в лице руководства учебного заведения таким образом решили установить тесное сотрудничество с детскими садами. Ну и, конечно, с малых лет прививать ребятам любовь к спорту и здоровому образу жизни. Мы это организовали для того, чтобы эмоционально и психологически дети дошкольных учреждений, будущие первоклассники, были готовы к школе, чтобы они видели, что здесь проходят такие же спортивные мероприятия для укрепления здоровья, чтобы они уже видели, что с хорошим настроением пришли в нашу школу, потому что количество школы большая и ближе окружение нашей школы. Садики, их тоже очень много, и вот сегодняшние первоклассники, второклассники – это выпускники именно вот этих садиков. Юные ребята, объединенные в команды, совсем не по-детски обдумывали тактику игры и на эстафете выкладывались по максимуму, искренне радуясь каждому завоеванному очку. Болельщики, в свою очередь, активно поддерживали ребят. В их арсенале всевозможные дудки и плакаты. С детского садика «Айгуль» заболеем за Салпулар. А можешь победить на камеру? В спортивном мероприятии, кроме школьников, приняли участие команды из детских садов «Сказка», «Айгуль» и «Сулпылар». Помимо соревнований, все они стали частью большого танцевального флешмоба.
Мероприятие прошло на высоком уровне. Дети получили море позитива. Ну а победила, как и полагается, дружба. Все команды были отмечены благодарственными письмами в различных номинациях. Лиана Кириллова, Данила Либаев, Радмир Сингулов, Гульвина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. По всей стране в эти дни проходит открытие мотосезона. Так, в соседнем Кизильском районе состоялись соревнования по эндуро-кроссу. Участие в них приняли и сибайцы. Слово «эндуро» в переводе с английского звучит как «выдержать», «вытерпеть». Это вид мотоспорта и велоспорта, который подразумевает соревнования на регулярность движения и гонку на выносливость. Именно такие соревнования недавно прошли на окраине села Кизил. Гонки, с согласия родителей, допускались ребята от 14 лет. Несмотря на то, что такой экстремальный вид спорта пока не особо развит в наших краях, соревнования собрали 11 участников – представителей Кизила, Магнитогорска, Челябинска и Сибая. Достаточно тяжело все было. Но как бы азарт, вот эта борьба, раш, вообще все классно очень. С каких лет вы увлекаетесь? Занимаюсь буквально 2-й год. Впечатления только хорошие. Но в основном гоняли по горам, то есть это мое участие, это первый опыт в таком виде соревнований. В первых 2 заездах я был лидером, в 3-м заезде из небольшого падения пришел 2-м. И в общем в зачете получил 1-е место. Большая скорость и неровная дорога дают ощущение свободы и обеспечивают адреналин, отмечают участники. Всего было 3 заезда, в каждом из которых спортсменам предстояло сделать 6 кругов. Результаты подводились отдельно среди профессионалов, любителей и так называемых питбайкеров. По итогам 3 заездов представитель Сибая Юрий Сергиенко занял 1-е место среди любителей. Давид Фадеев, Альмира Ишкуватова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости пятницы. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Всего вам доброго и берегите себя.